За последние годы между Абхазией и Китаем стремительно развиваются дипломатические отношения, отметил, представляя гостей ректор Абхазского государственного университета Олег Угварамия. Он выразил надежду, что в скором времени эти отношения будут развиваться и в области обучения. Почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимир Нинтвичук, принимавший участие в мероприятии, отметил, что у Абхазского государственного университета давно налажены связи со многими университетами Приволжья. Мы делаем доброе дело по вопросам развития и укрепления связей дальнейшее, в том числе и научных и вузовских, между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Наша Нижегородская область, так как я там проживаю и выполняю вот эти функциональные обязанности консульские, она имеет тесные связи с Республикой Абхазия и, в частности, вузовские. В 2009 году подписаны были, Олег Алексеевич подписал с техническим университетом, затем подписали с Нижегородским государственным университетом и в прошлом году подписали с Нижегородским инженерно-экономическим университетом. Это не первый визит почетного консула Абхазии в Китае Гечжили в нашу страну. Совместно с МИД Абхазии, а также Торгово-промышленной палатой был подписан ряд документов о соглашении между двумя странами. В своем выступлении Гечжили отметил, что народная дипломатия – одно из важных направлений в любой цивилизованной стране, и молодежь Абхазии должна это понимать. Гечжили отметил, что приехал встретиться со студентами АГУ, чтобы рассказать им как можно больше о Китайской Народной Республике, о культуре и традициях китайцев. Китай очень интересная страна, интересная экономика, экономические успехи большие в мире, например, как завод мира. И второе место по экономике. В некоторых отраслях уже занимает первое место. В принципе, все признают. Я хочу вам сказать, конкретно касается вас, имею в виду, касается студентов, касается преподавателей, касается Абхазии. Китайские люди не забыли отзаботиться о вас, о дружбе. По истории мы хорошо знаем новый шелковый путь и великий, старый шелковый путь. Это через Абхазию и через ваш город Сухуми. Сегодня в Абхазии основное население использует в быту товары из Китая. Гечжили отметил, что и в Китае хотят покупать абхазскую продукцию, в том числе аджику и чачу. Именно поэтому необходимо наладить торговлю между двумя странами. Гечжили также выразил желание в перспективе открыть в Абхазии китайский информационный центр. Более того, Гечжили, как пример возможного сотрудничества с Абхазией, назвал взаимодействие в области медицины. Абхазские студенты также смогут обучаться в университетах Китая. Это станет возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое будет подписано уже в этом году. Студенты задали множество вопросов Гечжили. Их интересовали вопросы обучения иностранных студентов в Китае, даже вопросы будущего признания Китаем Абхазии. По словам студентов, подобного рода лекции очень познавательны. Хотелось бы, конечно, поблагодарить наш университет и МИД за предоставленную возможность прослушать такую интересную лекцию от первых лиц, так скажем, представителей Китайской Народной Республики. И, конечно же, очень мы были бы рады появлению такой дисциплины, как изучение китайского языка у нас в университете, и в дальнейшем возможность использовать такие программы, как различные студенческие поездки в Китай, и, конечно же, с удовольствием приняли бы студентов Китая у нас здесь, в Абхазии. Гечжили заверил студентов, что совсем скоро вновь проведет лекцию в АГУ. Кроме того, будут организованы телемосты между студентами обеих стран. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.